В живописном Кизлеве, что в сердце Крыма, родилась необыкновенно талантливая девушка, чья жизнь стала мостом между величественной оперой и глубокой корневой культурой родного народа. Это Лиля Фрус-Булгакова, имя, которое сегодня с гордостью звучит на сценах Гамбурга, в аллее театра и камерной опере, где она блистает в главных партиях. На данный момент я проживаю в Германии и работаю в Гамбургской камерной опере, где за несколько сезонов мне посчастливилось спеть главные партии, чему я несказанно рада, на разных языках, и на немецком, и на итальянском, и на французском. Оперы эпохи барокко, классицизма, бельканто, лиризмо, модерн. Оперный жанр я люблю за то, что в нем собраны все виды искусства. Это и литература, и языки, и история, и музыка, и оркестр, и хор, и композиция, и макияж, и прически, и костюмы, и дизайн. В общем, столько всего, и архитектура, в которой мы находимся. 2024 год стал для Лили Фрус особенно знаменательным. Именно тогда исполнилась ее давняя мечта. Мне подарили этот клавир Верди ля Травиата. Я начала постепенно учить эту оперу. Надеялась, что когда-нибудь мне повезет, и я смогу исполнить эту оперу на сцене театра. И спустя какое-то время мне поступает предложение в театре исполнить эту оперу. Я ее исполняла в 2 сезонах, 29 спектаклей было исполнено. Когда ты учишь оперу, это приблизительно 300-400 страниц текста, где необходимо все детально, досконально выучивать. Ко всему в придачу нужно мизансцены идеально играть и петь, и все вместе. И, конечно, это большая ответственность. Но это приносит очень много удовольствия, это потрясающе. В 2023 году Лиля Фрус сделала шаг, который еще ярче проявил ее глубокую связь с корнями. Она основала крымско-татарский онлайн-хор, названный ее именем. Этот проект стал не просто музыкальным коллективом, но и символом сохранения и приумножения культурного наследия. Я создала онлайн-хор, крымско-татарский онлайн-хор. И, конечно, любой дипломированный педагог по вокалу, вообще любой певец не сразу решается на практику переходить и преподавать, понимая, какая это большая ответственность, будь то маленький ребенок или, в принципе, только начинающий певец. Но когда я нашла в себе силы и почувствовала, что я уже могу, я сделала это. И как раз этот онлайн-хор подготовила к мероприятию Хадерлеза. Другой коллектив из другой страны исполнял ту же самую песню. Они любезно согласились исполнить ее вместе с нами. Как бы широк и многогранен не был ее классический репертуар, в сердце Лили Фрус-Булгаковой есть особое место для крымско-татарского фольклора. Именно через эти песни Лиля Фрус ощущает неразрывную связь с Крымом, с его богатой историей и уникальной культурой, которую она стремится бережно хранить. Крымско-татарская фольклорная музыка занимает особое место в моем сердце. Сквозь года всегда я исполняю эту музыку
первозданном виде. Мне очень нравится сохранять эту аутентику, в нее много глубины и сакральности. Мир крымско-татарской музыки — это безграничная, бесконечная вселенная, где каждый может найти свои песни.